Школьное образование должно и будет идти в ногу со временем. С такой установкой наш регион включается в федеральный проект «Современная школа». 24 сентября в 54 школах республики одновременно заработали образовательные центры «Точка роста». Спасибо вам за этот подарок нашей школы к 110-летию. Центры будут функционировать на базе сельских образовательных учреждений. Так, в этом году «Точка роста» начала работу в Тулагинской школе. Это 3 кабинета, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, мультимедийным комплексом, квадрокоптерами, очками виртуальной реальности, робототехникой, 3D-принтером и многим другим. Появилось пространство для игры в шахматы и изучения основ первой медицинской помощи. Это для нас большой праздник, большое доверие и счастье тех учителей, которые сегодня работают. Почему? Потому что мы думаем, что это итог и новая веха точки роста. К занятиям в новых кабинетах готовились не только ученики, но и педагоги. Еще летом для учителей провели сперва дистанционное обучение, а затем и очные курсы на базе кванториума. Это позволит по-новому подойти к обучению детей, в частности, таким предметам, как технология, информатика и основы безопасности жизнедеятельности. Закрываем. Если правильно сделали, то загорается лампочка норма. Так. По данным Министерства образования и науки, количество точек роста будет увеличиваться. В 2022 году гуманитарно-цифровые центры должны заработать в 287 школах. Здесь получается такое пространство, где дети могут творить, где дети могут не только обучаться предметам основного цикла, да, но и приходить после уроков и также заниматься тем, чем им понравится. Кроме того, эти центры, они являются центрами притяжения всего села, всего населенного пункта. То есть здесь могут проходить обучение на различных курсах и взрослые. Ученики школ, где точек роста пока нет, также могут заниматься на площадках уже существующих образовательных центров. Кристина Ясинская, Айсен Попов, Якутск ТВ.